Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и рассказывать вам о ярких событиях в столетней истории ТССР. 13 февраля 1924 года – день основания Татар-кино. К этому времени кинооператоры отсняли 800 метров хроники жизни населения. Без них мы бы не увидели эти самые кадры. В этот день, в 1942 году, Верховный Совет СССР принял решение о наборе городского населения на заводы и фабрики. В начале войны в республику были эвакуированы 70 предприятий. Возник дефицит рабочих рук. В 1941 году в газете «Красная Татария» было опубликовано сообщение о создании Дома актеров в Казани. Сначала он размещался в здании ТЮЗа, затем Драматического театра. С 1968 года актеры собираются в доме по улице Щапова. Мы же возвращаемся к сегодняшним событиям, и вот главное. Повсеместные очереди и нехватка отдельных специалистов. Не хватает гематологов, офтальмологов. Но сейчас они появились в данный момент, но не было. Мы ездили, приходилось ездить в Казань с ребенком. Почему врачи не остаются в Альметьевске? Вопросами задалась Филюза Хамидуллина. Не на свой страх и риск. Возмещаться только площади, которые застраховали. Как татарстанским фермерам предлагают страховать сельхозугодия в этом году. Новые правила услышал Рамиль Шайдуллин. Ждут газа уже 9 лет. Прихожу, вообще согреться невозможно. До вечера дом греется, на двойку ставлю. Почему жителям Тукаевского района так дорого обходится зима? У них узнал Сергей Хайдаров. Фитнес-зал, борьба, бокс, волейбол и баскетбол. Раздевалки тоже хорошие. В нашем спорткомплексе не работали душевые кабинки, а сейчас они все работают. Как сегодня в Пестрецах открывался спортивный зал, и где еще в республике ждать такие же объекты, расскажет Салават Мухаммадуллин. Развитие первичного звена, оказание экстренной медицинской помощи и привлечение кадров в поликлинике. Эти задачи остаются приоритетными для Минздрава Республики, чтобы выполнить национальный проект здравоохранения. Какие вопросы требуют незамедлительного решения, обсуждали сегодня на примере Альметьевского района. Здесь двумя руками и хоть сегодня приняли бы на работу 80 врачей. Как решить эту проблему и почему район не может удержать врачей? Разобраться приехал глава Минздрава Марат Садыков. К чему пришли? Филюза Хамидуллина. В день по 50 детей, а еще неотложные случаи. И так каждый день с утра до вечера. Детский хирург Айрат Усманов – один из 3 в поликлинике. Меня попросили из-за нехватки детских хирургов выучиться дополнительно на детского хирурга. Управление здравоохранения Альметьевска выделило целевое направление на обучение. Труднее всего приходится пациентам. Не хватает гематологов, офтальмологов. Но сейчас они появились в данный момент, но не было. Мы ездили, приходилось ездить в Казань с ребенком. В прошлом году в район привлекли 81 врача, при этом 74 специалиста ушли. Получается, численность кадров увеличилась лишь на 7 человек. Сейчас району остро не хватает 80 специалистов. В основном это по узкому профилю. Детских хирургов, неврологов, кардиологов. Республиканские гранты, программа «Земский врач». Так, в прошлом году 46 врачей отметили новоселье. Как еще привлечь специалистов в район, говорили сегодня на расширенном медсовете. Вера Александровна предложила целевой набор в этом году на 10 абитуриентов. Мы, конечно, это поддержим. Это мы сделаем без вопросов. Это наш минимальный вклад, который мы должны сделать. За последние 5 лет в районе открыли 12 модульных ФАПов. На 3 ФАПах нет фельдшера. И, как выяснил главный врач республики, и те ФАПы, которые считаются действующими, его сегодня не приняли. Подъезжая сюда в Админск, я по пути заехал ряд ФАПов. Несите телефон, позвоните. Я думаю, это недопустимо. Решить ряд других вопросов должна цифровая платформа. Альметьевск будет первым в пилотном проекте. Полагается многоуровневое взаимодействие и как и с главными врачами, так и с главными штатными специалистами. В рамках рабочих групп мне бы очень хотелось, чтобы выстраивалась работа и включались в работу и медсестры, и фельдшеры. Это уже не первая такая встреча в Альметьевске. Проблемы намерены решить планомерно. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Аграрии Татарстана готовятся к новым правилам страхования. В этом году озимые, яровые, овощи и скот они обезопасят по измененному федеральному закону. Так, если в прошлом году государство возмещало убытки только после 20% ущерба, то сейчас практически с нуля. Как это поможет сельскому хозяйству, выяснял Рамиль Шайдуллин.
Любой предлог найдет, чтобы не выплатить. Ильнур Салихов из тех, кто о страховых случаях знает не понаслышке. Работает в Сармановском сельхозуправлении. В прошлом году их поля несли потери. К тому же они не были застрахованы. Такого не было, что зимы осенью не зашли. Все равно какой-то влага была, все равно зимы взошли. А вот в 2019 году, то есть в 2018 году осенью не взошли они. Окупать пришлось своими средствами и не одним им. Поэтому сегодня в рамках агрофорума отдельная дискуссия по страхованию. В России изменились правила. Теперь больше шансов получить компенсацию. Если в прошлом мы страховое событие или обязанность наша перед аграрием возникала при снижении урожая на 20%, то теперь уже почти с 0%. Причем последствия ощутила вся республика после того, как в некоторые районы ударила засуха, а в некоторых сотни тысяч гектаров уничтожили паразиты и плесень. Им возместили только 120 миллионов рублей. В этом году такого намерены не допустить. В Татарстане будут увеличивать застрахованную площадь. С 2020 года уже официально заявляют, что будут возмещаться, если какие-то случаи чрезвычайной ситуации будут возмещаться только площади, которые застраховали наши товаропроизводители. Страховщики говорят, в зависимости от региона можно разработать отдельную программу. Крупнейших страховых компаний России, которые представлены на рынке, готовы это сделать. Я надеюсь, что вместе с Министерством сельского хозяйства мы разработаем эту программу. Как показывает опыт, основная культура для страхования – зерно. На пороге посевная кампания, и самое время выбрать, что важнее – экономия или безопасность. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Главная задача для глав районов республики – это работа на повышение зарплат сельчан. Сегодня в Казанском Кремле подытожили визиты Рустама Минниханова в районы. Напомним, на неделе президент посетил Кукмар и Балтаси. Здесь на сессиях райсоветов президент обозначил ключевые задачи для руководителей всех муниципалитетов. Зарплата, особенно сельских тружеников, не должна быть ниже МРОТ. Сейчас он 12 130 рублей. Все вы слышали, в послании президента России было сказано, что выплачивать зарплату ниже МРОТ нельзя. Эта ситуация должна быть под контролем. Уже 9 лет ждут газ, а пока переплачивают за то, чтобы элементарно согреться. С такой проблемой к нам обратились жители улицы Речная, деревни Верхний Суиксу Тукаевского района. Их дома построены еще в 2010-м, но не провели газ до сих пор. Сергей Хайдаров знает, сколько еще местным жителям ждать голубого топлива. В эту зиму где-то 5-6 тысяч уходит у нас каждый месяц. Это только за отопление. Здесь семья Гараповых живет почти 6 лет. Для них ходить по дому в куртке – нормальное дело. А как быть, если на улице зима, а в доме нет газа? Греть все комнаты электричеством денег не хватит, говорят они. Мы не можем запустить, должна быть кухня, дальше у нас был бы туалет, ванна дальше. У нас все вот это не можем запустить, потому что нам это очень дорого будет. Не под силу. Электричество. Мы подсчитывали, потому что мы так платим. Так, это было 20 тысяч. Если газ был бы, конечно, было бы намного дешевле, мы бы его запустили. Одна проблема объединяет всех жителей улицы Речная, Верхний Суиксу. Это 7 домов. Когда деревня будет полностью газифицирована, люди не знают, а пока переплачивают как могут. Нам не делают никакие скидки даже, что мы отапливаемся электричеством, чтобы нам какой-то сделали меньше тариф. В прошлом году я по 13-14 тысяч платила. У меня дочка квартиру снимает. Она говорит, да пошли, говорит, я, говорит, с вами жить не буду. Электричество толком не подключаем, потому что у нас пенсии не хватит просто для жить. Жить тоже надо ведь как-то. Глава поселения и руководство района о проблеме знают на сегодня. В одном Тукаевском районе больше 42 тысяч домов, где нет газа. Многие из них уже вошли в программу газифицирования на будущие года. Улица Речная, как нас заверили, тоже в этом списке. Мы понимаем, что если в сегодняшний день потребность она есть, но все мы разом охватить не можем. В связи с этим есть соглашение. Данная улица включена тоже в эту программу. Начало проектирования февраль месяц 22 год и начало строительства 23. Соответственно, даже с учетом участия деревни в программе газификации, без газа жителям улицы Речная сидеть еще как минимум 3 зимы. Есть вариант провести газ раньше, своими силами. Для этого селянам с каждого дома нужно внести по 200 тысяч рублей. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ Тукаевский район. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках.
Выезд на встречку и превышение скорости. Такие грубые нарушения ПДД – главные причины смертельных аварий в республике. Сегодня начальник госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов подвел итоги минувшего года. Так, зарегистрировано свыше 4000 аварий, в которых погибли более 300 человек, в том числе 19 детей. Снизить аварийность призван национальный проект «Безопасные и качественные дороги». По нему запланирована модернизация и развитие дорожной инфраструктуры. К 2024 году количество погибших на наших дорогах должно сократиться в 3,5 раза. К 2017 году для Республики Татарстан это цифра 122 погибших. Понятно, что будем стремиться еще к более меньшей цифре, но цели проекта именно такие. Ленар Габдурахманов сегодня прокомментировал и инициативу по увеличению скоростного режима на дорогах Татарстана. Он отметил, после того, как на М7 разрешили ездить со скоростью 110 км в час, не зафиксировано ни одного серьезного происшествия. Планируют поднять скорость на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе с 60 до 80. Этот вопрос будет детально рассмотрен в марте. После изучения мест, потому что шоссе довольно-таки большое, это, например, от Нарата до Олимпийца, или от бывшего КПМ «Закат», который мы помним, до Нарата. Соответственно, если будет позволять и покрытие, не будет колейности, естественно, только в летнее время рассматривается возможность увеличения скоростного режима до 80 км в час путем установки этого знака. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Фитнес-зал, борьба, бокс, волейбол и баскетбол. Раздевалки тоже хорошие. В нашем спорткомплексе не работали душевые кабинки, а сейчас они все работают. Как сегодня в Пестрецах открывался спортивный зал, и где еще в республике ждать такие же объекты, расскажет Салават Мухаммадуллин. 147 лет со дня рождения великого артиста и нашего земляка. Как сегодня вспоминали Шаляпина. Вероника Гайнудинова. Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем правления «Газпромбанка» Андреем Акимовым. Беседа состоялась в Москве. Президент и Андрей Акимов обсудили вопросы сотрудничества в сфере инноваций и финансовых технологий. Также участники встречи рассмотрели планы по открытию центра IT-разработок в Иннополисе. Владимир Путин поддержал идею провести общенародное голосование по поддержке поправок в Конституцию в один из будних дней, сделав при этом его выходным. Сегодня президент России провел вторую встречу с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон. Организацией голосования займется Центр избирком страны. Процедуру проведут на основе закона о выборах президента России. Сейчас по сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Как сообщили, сейчас поступило уже более 500 поправок. Рабочей группе, куда Татарстана входит Фарид Мухамедшин и завкафедры КФУ Евгений Султанов, предстоит обобщить их и представить на рассмотрение ко второму чтению в Госдуму. Как отметил Владимир Путин, никто никого не торопит, но затягивать этот процесс тоже не стоит. Ожидается, что следующее чтение пройдет в начале марта, а всенародное голосование по этому вопросу должно пройти в апреле. Правительство на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, там, или первомайских, или новогодних. Сегодня в Пестречинском районе открылся спортивный комплекс «Мёша». Здесь его местные называют домом спортсмена. Под одной крышей будут заниматься представители всех видов спорта. Уже записались около 200 ребят. В планах открытие еще 11 таких же домов по всей республике. Как оснащены залы, какие условия здесь предоставляют, увидел Салават Мухаммадуллин. Еще год назад здесь было перекати поле, и на этом месте могли бы построить, например, огромный дом. Возможно, здесь могла бы появиться и многоэтажка. Еще один вариант, почему бы и нет, торговая площадка. Но вместо этого сегодня в Пестрецах открывается новый спортивный зал «Мёша». Красная лента словно переход на новый уровень развития спорта. Да, в этом селе есть бассейн, ледовый дворец, стадион, но универсальный спортивный зал первый. Вот за
последние 6 лет построено 21 такой объект, 21 спортивный комплекс в городах и районах республики. И вот на этот год запланировано строиться еще 11 вот таких спортивных комплексов. Все это в рамках национального проекта «Демография» Владимира Путина и республиканских программ. Цена спорткомплекса – 100 миллионов рублей. Чтобы понять, что это того стоит, достаточно зайти в залы. И это только в первые часы работы. Записались уже 196 человек. Секции баскетбола, волейбола, бокса, крыш для взрослых, фитнес-зал. Современный спортзал, во-первых. А таких тренажеров у нас там не было. Ну и желающих здесь уже заниматься больше. У желающих и само желание заниматься выросло. Ногами сделал, и потом ногами вот так, как линейка сделал. Ага, а ты? Я сделала кувырок. Есть место, где мы можем заниматься спортом. Аллаха шукр. И этот спортзал построили очень быстро. Новейшее, можно сказать, оборудование, и мне все это нравится. Как раздевалки? Раздевалки тоже хорошие. В нашем спорткомплексе не работали душевые кабинки, а сейчас они все работают. Строительство таких же спорткомплексов уже начинается в Буинском и Мамадышском районах. Салават Ухмадулин, Вадим Илларионов, ТНВ, Пестричинский район. Фитнес по-казански, демпинг от спортзалов эконом-класса и крах женских клубов. Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». Самые меткие барсы встретились в Казани. Сегодня в тире ДОСААФ стартовали соревнования имени Героя Советского Союза и ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кирилловича Кузнецова. Участники стреляют из малокалиберной винтовки. В финале больше сотни мальчишек и девчонок со всего Татарстана. Зачем они знакомятся с оружием с детства, у них спросил Сергей Хайдаров. Несовершеннолетние стреляют в Казани. Если обычно так начинаются криминальные новости, то это не тот случай. В тире ДОСААФ встретились школьники, кадеты, юноармейцы. В общем, все, кто с юных лет с оружием на «ты». С винтовкой в руках нужно быть нежным, как с дамой сердца. Нужно просто искать точки соприкосновения с винтовкой, с прицелом, с мушкой. И если ты знаешь все тонкости винтовки, если ты знаешь все тонкости стрельбы, то ты справишься на отлично. Как с женщиной с винтовкой? Ну, конечно. Нежность никто не отменял. Расстояние до мишени 50 метров. И хочу я вам сказать, что попасть в цель не так уж и легко, учитывая, что вес этой спортивной винтовки около 5 килограмм. Ребятам помогает то, что стреляют они из позиции лежа. На огневом рубеже сегодня больше 100 участников из 36 районов. Тут все четко, как в армии. Взял 13 патронов, вернул 13 гильз. Кто отстрелялся, сразу награждается званием самого меткого барса. Для того, чтобы все в районе видели, что вы умеете добиваться того, что вы хотите. Приехать в Казань и достойно представлять свой район, свой город, я думаю, каждому и мальчишке, и девчонке это очень и очень приятно. Чтобы с юных лет человек понимал, для чего вообще создано оружие. Что этим оружием, как он вырастет, он будет защищать свою родину. Соревнования по стрельбе имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова проходят каждый год. Но участники признаются, победить мечтают именно в этом, в год 75-летия Победы. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Чтобы одеться на прогулку, у людей с инвалидностью уходит до 30 минут. Проблему адаптивной одежды обсудили сегодня в Казани власти, врачи, люди с ограниченными возможностями и производители. Как создать модель, удобную для человека с тяжелым диагнозом? Таких знаний нет ни в одном учебнике. Выход нашли в казанском особом ателье. Там и побывала Наталья Мезина. Бодики есть в природе, но только до 98 размера. Больше боди нецелесообразно для здоровых детей создавать, потому что... Одеть ребенка на прогулку непросто, но для родителей детей с особенностями здоровья эта задача усложняется в разы. У Далии 11-летний сын с ДЦП, и сделать его гардероб не только красивым, но и удобным решила сама. В 2015 году был мой первый опыт отшить в ателье боди и нагрудный платок. Я поняла, что
Это пользуется спросом. Я раздала окружающим детишкам и поняла, что это надо дело продолжать. За 5 лет идея переросла в целое производство. Все на плечах 4 девушек. В месяц до 1000 изделий. Заказы поступают не только из Татарстана, но и из Москвы, Петербурга, Сыктывкара, Литвы и Украины. Изготовить одежду для своего ребенка может каждая мама, и для этого не нужно специального образования. Авторы проекта всего за пару часов научат делать вот такие платочки-слюнявчики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Казанское особое ателье единственное в России. Адаптивная одежда продолжает оставаться недоступной для 1,5 миллиона людей с инвалидностью. Об этом эксперты сегодня говорили за круглым столом. Не хотим, чтобы одежда выделяла, что это ребенок инвалид, что с ним что-то не то. Это одна из основных проблем, когда ребенок находится в помещении сам собой, и мы не можем его вывести, потому что его буквально не во что одеть. Решение проблем предлагают здесь же. Можно решить эту проблему самих же мамочек, у которых такие дети. Они дома могли бы шить эту одежду по лекалам. Плюсом я предлагаю колледж технологический, где можно было бы ребятам, ученикам, студентам давать, чтобы они разрабатывали новые виды одежды. Сейчас на проект выделен грант президента России, а исполком Казани с февраля выделил новое помещение для особой мастерской. В планах у девушек продолжать расширять экспорт в другие страны. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Татарстанские детские книжки станут не только изящнее, но и безопаснее. В издательстве появился первый автоматизированный станок для обработки детских изданий. Приобрели его в Италии. Он позволяет дать объем полиграфическим изделиям. Как новые подходы повысят детский интерес к чтению, расскажет Юлия Муратова. Машина максимум автоматизирована. Мы тут задаем скорость. Максимальная скорость станка 8000 книг в час. При этом контролирует работу техники лишь один работник. Пока такое оборудование для обработки книг первое и единственное в республике. На конвейере исключительно детские книжки. Потом он попадает в наш станок, и мы видим конечным результатом. Книжка выходит в таком виде. Облой, обрезки убираются, края закругленные. Это дает привлекательность книги. Нет углов, нет повреждений. Круглые края и безопасны для ребенка. Чтобы повысить детский интерес к чтению, на книге теперь будут высекать фигуры любой сложности. На этом станке изготавливают и более изящные вещи. Вот такие многосложные вкладки скоро могут появиться на многих республиканских книгах. Чтобы сделать такую заготовку, необходимо использовать специальные штампы. Именно они и задают стандарты обработки. По словам специалистов, доля детской литературы в объеме выпущенных книг существенная, и требования у наших детей очень высокие. Полиграфия – это очень живая, подвижная отрасль, которая требует постоянных инноваций. И вот это очередное техническое изменение, которое даст новые возможности нашим издателям предлагать свои книги, свои произведения юным читателям. Оборудование стоит 20 миллионов рублей. Это уже не тот самый станок, который резал книги словно газета. Если посмотреть в разрезе 50 лет, такими детские издания были 80-е. Их от газеты не отличить. А 90-е на смену пришли книжки компактных размеров с более прочным переплетом. В 2000-х мы уже видели яркие образцы, но пока еще в виде стандартного прямоугольника. Прежде чем к этому станку попасть, вот эти книжки, они еще печатаются, потом шьется проволокой. Вот на этом Хоннере, на станке, она тоже года 3, еще новый станок. И еще мы купили, вот в течение 5 лет мы купили 8 единиц оборудования. Сейчас новый станок будет работать в 3 смены. На днях цех получила свой первый заказ в 10 тысяч экземпляров. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Соединил в своем творчестве прирожденную музыкальность, яркий вокал и необыкновенное актерское мастерство. Так говорили и продолжают говорить про Федора Шаляпина. Он прославил Казань на весь мир. Сегодня 147 лет со дня его рождения. Как сегодня вспоминали Шаляпина, Вероника Гайнудинова. Знаменитый на весь мир, он покорил лучшие сцены русских и зарубежных театров, но всегда помнил родную Казань. Прекраснейший из всех городов мира называл ее. Вот уже несколько десятков лет, и казанцы гордятся своим великим земляком и несут цветы к его памятнику. Я пришла в знак уважения к великому таланту, народному музыканту. Я играю на фортепиано, и мне очень нравится играть его произведения. Когда ты их играешь, в тебе как будто что-то пробуждается. Еще раз о Шаляпине говорят на первой и единственной в республике экспозиции, посвященной гению оперной сцены. Более 50 лет здесь хранят уникальные предметы его жизни и творчества. Но сегодня все внимание только одному экспонату. Сегодня
Сегодня впервые почти за 60 лет рояль зазвучал. Он стоит на своем месте с 1968 года. Раньше работали лишь 5-7 клавиш. Но ко дню рождения Федора Шаляпина его уникальный инструмент середины 19 века обрел новую жизнь. Ударная часть, которая издает звук при ударе об струны, они вообще были все деформированы. Где-то изношены были, где-то обломлены было, не хватало их там части. Этот рояль стоял в фойе театра, в котором играл сам Шаляпин. После в театре произошел пожар, но рояль, к счастью, не пострадал. Директор театра решил этот инструмент передать Шаляпину. Инструмент собрали в Санкт-Петербурге, настроили в Москве, но нашел свое место он здесь, в Казани. Как пианистке, естественно, послушать звучание такого прекрасного рояля очень приятно, и как бальзам для ушей, можно так сказать. Рояль сегодня прозвучал лишь единственный раз. Играть на уникальном инструменте разрешат только в главный день – день рождения неповторимого Шаляпина. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. Здравствуйте. Подробнее поговорим о погоде через несколько секунд. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается облачный и снежный день. Днем минус 7-8 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге вероятность осадков велика, облачно и минус 7. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачно, сухо и также возможен снег, минус 7. В Арске облачно и без осадков. В Кукмаре и Балтасе снежно до минус 8. В Болгаре, Дрожжином, Буинске ожидается облачная погода, без осадков, минус 6-7 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше велика вероятность осадков. Ожидается небольшой мороз до минус 8. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. В столице Татарстана сохраняется облачная погода с минимальной вероятностью осадков. В дневные часы до минус 9. Ветер юго-восточного направления, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.